Военные стихи Рушбиасмыр, Терен Тачани, Анатолия Лагула, Баграта Шинкба и других писателей декламировали студенты первого курса факультета журналистики Абхазского государственного университета на сцене в парке имени Баграта Шинкба. Студенты признаются, что для них очень волнительно читать стихи военных лет. Ребята постарались вложить в них душу. Это стихотворение Баграта Шинкба «Сапсад Гугунпши Сахауэт». Это стихотворение я выбирала сама. Я не знаю, почему меня прям за душу взяло. Такое ощущение, как будто я нахожусь там и все это ощущаю. Естественно, когда я прочитала это стихотворение, я очень плакала. Подобное мероприятие столичная администрация проводит впервые. По мнению специалистов, нужно проводить их как можно чаще, ведь они прививают подрастающему поколению любовь не только к поэзии, но и к родине. Вы знаете, сила слова, она всегда была. И право выбора было у них, у студентов, у самих. Это очень нужно с подрастающему поколению, сегодняшней молодежи. Это воспитание в духе патриотизма. С Днем освобождения города Сухум народ Абхазии поздравили не только местные жители, но и гости столицы. Поздравляю весь народ с праздником 7 сентября освобождения Сухуми. Здесь многонациональная республика воевала, как говорится, заставили уйти наших врагов, хотели завладеть Абхазией, нами хотели, как говорится, манипулировать, но не получилось. Каждым годом все больше и больше нравится. Море, солнце, природа. Вот. Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, процветания Абхазии. Вот. Хорошо, что все закончилось у вас, дай Бог, чтобы это все больше не было. Мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения столицы и к празднованию Дня Победы и независимости Абхазии, продолжались весь день. Наала Кове, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.